костюмов республики решили организовать флешмоб. Он должен был пройти еще в мае, но сами знаете, по какой причине его решили перенести. И вот свершилось. Готовы лицезреть масштабное и изумительное шоу? Пятый международный фестиваль искусств сердца Евразии начался с красочного флешмоба в национальных костюмах. Плохая погода, конечно, внесла свои коррективы. Некоторые участники так и не рискнули снять дождевики. Но ведь главное – это настроение. Расскажи про свой национальный костюм. Это национальный костюм чувашки. Эта шапка называется тухьяр. Национальный костюм очень богат, потому что у девушки монетки, всякие узоры. Расскажи, как ты готовился к этому мероприятию? Я готовился, получается, у нас есть воскресная школа. В воскресной школе мы танцуем, репетируем. Там есть чувашский язык, хореография. На хореографии мы готовимся к танцу. Мы выступаем на Урал-Батыр, на международных конкурсах. Хожу, сейчас 7 лет уже хожу в воскресную школу. Республиканский праздник День национальных костюмов народов Башкортостана проводится с 2016 года. Запланирован он был еще в апреле, но из-за пандемии пришлось перенести. Ну, лучше поздно, чем никогда. Такое грандиозное шествие заслуживает ожидания. Порадовал еще тот факт, что среди участников много моих сверстников. Расскажите, как вы думаете, почему важно сейчас интересоваться культурой? Ну, потому что культура – это важно в нашей личности, и мы должны знать свою нацию. Расскажи немного о своем костюме. Это национальный башкирский костюм, платье по стандарту и камзол, и обязательно кошмал. Флешмоб национальных костюмов проходит в весьма непринужденной форме. Здесь не обязательно знать народные танцы или быть носителем языка. Собравшиеся сначала водили хоровод под русскую, потом под башкирскую, татарскую, чувашскую, марийскую и удмуртскую музыку. Ограничились только этим, ведь в Башкортостане проживают более 80 народностей. Вот так стильно, вот так модно и вот так самобытно. Ежегодное традиционное мероприятие прошло очень мощно и стало одним из самых ярких мероприятий в рамках фестиваля «Сердце Евразии». Аня Шушакова, Станислав Птица, специально для Горы новостей.